Сотни мусульман из разных городов России собрались в Московской соборной мечети задолго до начала церемонии. Весть о том, что сюда привезут священную реликвию, голос самого пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, стала большим подарком для верующих. Все имамы в своих проповедях сегодня рассказывают о лучшем из людей. Поистине Аллах оказывает свое милосердие пророку, а его ангелы благословляют пророка. О вы, которые уверовали, молитесь за него и приветствуйте его искренним приветствием, говорит Всевышний Аллах Та'аля. После последней проповеди гости из Дагестана исполнили нашиды, восхваляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Затем настал момент, который позднее назовут историческим. В мечеть заносят реликвию. Сопровождает председателя Совета муфтиев страны Равиля Гайнуддина, советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов и богослов Адам Шахидов. Защитником Корана и хранителем священных реликвий нашего пророка Мухаммада Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям, Рамзаном Ахматовичем Кадыровым передан мне для доставки в Москву священную реликвию, волосы святого нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. По милости нашего Господа миров Всевышнего Аллаха Табарака ва Тааля мы благополучно доставили нашу святую реликвию, которого мы любим и ценим, так как это частица нашего любимого пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. В своей речи Адам Делимханов воздал хвалу Всевышнему за возможность быть причастным к такому великому событию и отдельную благодарность выразил в адрес Рамзана Кадырова за высокое доверие и честь быть причастным к этому событию. Я с гордостью выполнил то поручение, данное Рамзаном Ахматовичем. Благодарю Всевышнего, что мы сегодня оказались в это время, в этом месте. Благодарю всех тех мусульман России, Москвы, тех, кто пришли сюда разделить вместе с нами эту большую радостную весть. Благодарим и Владимира Владимировича за то понимание, за то отношение к мусульманской умме, к мусульманам России. И готовы выполнить, как всегда говорит Рамзан Ахматович, любое его поручение. В свою очередь, председатель Совета муфтиев страны отметил, что в этот день в духовной жизни мусульман наступила новая эпоха. Равиль Гайнуддин еще раз поблагодарил главу республики за то, что в мечети столицы России отныне навсегда останется священная реликвия. Для нас сегодняшний день – это новая эпоха, это новая история. Свершилось то, что в Москву сегодня на вечное хранение прибыла благодать нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Надо молить Аллаха, чтобы даровал доброе здоровье нашему брату Рамзану Ахматовичу Кадырову, которому возложена огромная ответственность за судьбы людей, за судьбы страны в целом вместе с нашим президентом. Официальная церемония передачи волосы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, заканчивается с наступлением времени молитвы, а после коллективного ночного намаза каждый верующий смог увидеть священную реликвию своими глазами. Аза Исаева, Хамзат Аюбов, новости.